Проехали Слудянку, проезжаем Култук, и мы не могли не остановиться на этой панорамной точке. Смотрите, какая красота. Как же я завидую этим людям, потому что они живут рядом с такой красотой. Очень загруженная гора, очень много машин, особенно фур. Там железная дорога проходит. Вот так вот. Через Лудянку, там большой сортировочный пункт, про который я говорил. Ну и дальше она уходит на Улан-Удэ. Эх, красота. Я просто в восторге от этой дороги. Если бы я знал, что она будет прямо перед Иркутском, я думал, она будет за Иркутском, на запад. А тут она перед Иркутском, если ехать с Улан-Удэ, то я бы, наверное, пронесся бы побыстрее бы первую половину сегодняшнего отрезка с Улан-Удэ и оставил бы это на десерт. И вот эти вот повороты, ой, блин, не устану повторять, как это великолепно. Проезжаем Иркутск. Как я уже говорил, мы едем в селение Листвянка, которое находится в 60 километрах прямо на западном побережье Байкала. Город просто огромен. Мне кажется, что он больше, чем Улан-Удэ. Мне здесь нравится. Определенно. Время 7:46. Силы уже на пределе, но надо доехать. Там уже нас ждут. Друг Мирослава, местный иркутчанин, забронировал нам уже гостевой домик. Ребята, мы подъезжаем к Листвянке. Это просто какая-то сказка. Реально, я прям в шоке от этой красоты. Еще так совпало, что сейчас закат. Но очень красиво, посмотрите. Обалдеть. Вау. Это стоит того, чтобы ехать 60 километров за Иркутском. Вот, посмотрите. Сказка, да? Кстати, похолодало здесь уже. Сколько градусов, сейчас скажу. 13 градусов. Обалдеть. Я бы здесь даже жил. Ребята, боги над нами сегодня милостивые. И вот смотрите, какой у нас номер. Это настоящее дерево, это не просто дерево, это кедр. Кедр.
Это гостиница полноценная, не просто какой-то клоповник, до которых мы обычно останавливались, особенно в Монголии. Тут вообще шикарно, там балкон, тут мини-бар, тут и здесь вообще все супер в ванне просто. Поверьте мне, здесь вот прям ресепшенист нам с нами приходила сюда в номер и объясняла, что к чему, как, чем пользоваться. Вообще супер. Ну, мое. Завтра, надеюсь, посмотрим, вид будет хороший. Но озеро должно быть видно, да? Второй этаж вроде бы. Да еще смотрю, какой телек громадный. Вау, у нас обычно телевизоры были размером с А4. Прогуливаемся по... Черт возьми, собака меня хочет съесть. Листвянка. Побережье Байкала. Следующее утро. Взяли экскурсию лодочную. Сейчас отправимся на Байкальскую железную дорогу. Посмотрим ее. Там у нас даже гид будет. После обеда решили сгонять, подняться на Черский камень. Прямо на самой вершине этого холма. Мир ушел за сувенирами байкальскими. Вот он, Нерпинарий. Классная погода. Думаю, у нас получится обалденная фотография сверху. Очень оживленная улица. И вообще мне это все напоминает такие курортные прибрежные города, как Ницца, Монте-Карло и другие места. Очень большой потенциал у этого места. Эх, класс. Западного участка Байкальской железной дороги, по которому мы с вами как раз таки идем. И строительство всей дороги, в принципе, завершилось в 1905 году. Это был период постройки, то есть строительство всего типа заняло 25 лет, а строительство Байкальской железной дороги полностью заняло 6 лет, соответственно. Да. За первый период постройки сконструировали примерно 30 туннелей и время философских мыслей. И все? Мысли в голове. Мысли нужно озвучивать. Мы сидим прямо напротив озера. Вот так. Идиллия. Умиротворенность. Peace. Хотел бы здесь жить. Почему? Здесь хорошо только сейчас. Только сейчас. Как нам сказали, здесь такая замечательная погода, очень дружелюбная, чтобы что-то росло, что-то расцветало. Это всего лишь 1 месяц, да? С начала августа до сентября. Все остальное время здесь либо тает, либо замерзает. Либо заваливает снегом. Да, ну вы только что видели, как мы по туннелю прошлись. Трансип. Здесь порт Байкал заканчивается. И 80 сколько-то километров сегодня не используется. Только для туристических таких маршрутов используют, и все. Там вроде бы тепловоз стоял, экспонатный. Очень интересная история, конечно. И очень много тоннелей. Около 40. Которые были построены в начале 20 века. Тут, конечно, не советуют пить с берега, да? Но что не сделаешь ради хорошего кадра. Где вы такое еще встретите? Вот так.
теперь мы решили поехать забраться на Черский камень. Для этого нужно сесть на кресельный подъемник. Очередь, есть очередь. Поднимаемся вверх, и дальше нам нужно сколько-то пройти еще. Черский камень, да? Камень Черского. Камень Черского, да, точно. Вон то перед вами. Называется камень Черского. Ну, видите, как сколько там желающих сфотаться. Мы тоже с Мирославом последовали примеру всех. Вот открывается вид. Вот здесь начинается река Ангара. Вот это вот место, самое глубокое место у этой реки, устья. Далее река идет в Иркутск и впадает в Енисей, откуда они идут в Атлантический океан. Ну что ж, сегодня официально начинается наша дорога домой. На данный момент мы проехали почти что 6000 километров. Если быть точнее, то 5,5. Очень волнительный день, волнительный момент. Погода на улице пасмурная, накрапывает дождичек. Мы упаковываем вещи. Сегодня мы должны проехать Иркутск и остановиться где-то в районе Тулуна. Это мы пройдем около 500 километров. Но это приятные 500 километров, потому что мы знаем, что мы уже едем домой. Мир, какие у тебя есть слова добавить? Ну, я желаю нам счастливого пути. Счастливого пути нам желает Мирослав. Чего же мы еще можем пожелать? В путь! Погода нас застала врасплох. До Иркутска еще 25 километров где-то. А здесь уже льет. Только что остановились, одели дождевики. И подъезжаем прям к самому часу пик в городе. Надеемся, заедем и выскочим из города безболезненно. Очень красивая дорога сюда, в Листвянку. Прям коридор из живого леса. Слева, справа то и дело встречаются небольшие пруды, болотистая местность. Прям вообще красота. Если бы не дождь, мы планировали вообще останавливаться периодически по дороге в Иркутск, чтобы сделать хорошие фотоснимки. Но, как вы видите, сейчас не до этого. Тем более, я не взял с собой пинлок для визора, из-за чего у меня визор запотевает. Приходится каждые пару минут открывать визор, просовывать через него палец и протирать внутри запотевшую сторону визора. Дорога скользкая. Я еду и не забываю о том, что у меня нет АБС. Трекшена, поэтому приходится ехать половину потенциала резины и мотоцикла. Вообще очень понравилась нам Листвянка. Вчера, как вы видели, мы сходили на камень Черского. Мы съездили на круговую Байкальскую дорогу железную. Ходили по этим заброшенным тоннелям железнодорожным, познакомились с интересными людьми, вечером сходили на местный рынок, прикупили сувениров для домашних в виде чая. Мир даже рыбу взял местную, упаковал ее в вакуумную упаковку.
В гостинице чудесные люди у нас были. Так выяснилось, что одна из горничных там вообще из Алматы родом. А повар в этой гостинице из Узбекистана. Там еще на кухне я видел узбеков. В общем, трудовые мигранты дошли даже до сюда. До такого курортного города. В виде поселка. Скорее поселка.